Вот он, пес Дикуля, которого мы хотим отправить в Англию. Вот именно на его дорогу организовали сбор. Спасибо вообще неравнодушным людям. Кушай, кушай, мой хороший. Неравнодушным людям. Надеемся, что к 7 числу мы соберем нужную сумму. Этого Дика забирает семья в Англию. Молодая семья. Они очень любят животных. Они уже 3 собак, 3 лаек привезли. Ну, вот девушка, которая вот будущая мама Дика, работала в Москве почти 8 лет. И она занималась животными. И 3 лаек из приюта, ну, я не знаю, наверное, из московского, я точно не уточняла, она привезла. Они у нее уже 8 лет живут. Поэтому мы знаем, что наш Дик, если попадет к ним, то будет в надежных руках и в прекрасной семье. Они его уже ждут. Письма пишут, фотографии свои высылают, чтобы мы не сомневались в них. У Дика тоже, ну, в общем, в нашем приюте у каждого своя история, очень грустная. И надеюсь, что у каждого будет со счастливым концом. Нам, получается, где-то 2,5 года назад, 3, позвонили, вот фабрика номер 8, сотрудники, позвонили, говорит, у нас в клумбе лежит, пес умирает, помогите спасти. Ну, у нас опять сколько там, ну, это тоже много уже собак было, где-то 20 было. Но у нас, как всегда, волонтеров мало. И говорим, как мы ему спасем? Говорю, помогите тогда, привезите его к нам. И они привезли его к нам в приют. Он просто, было очень жарко, это лето было, и он, похоже, что солнечный удар получил. Он обезвоженный был, голодный, мы налили воды, еды, и он ожил буквально через час, через это все с ним было хорошо. Мы дали объявление, да, Дикочка? Дали объявление, что вот собака нашлась, чья. Приехал мужчина, приехал на машине. Собака его сразу узнала, а мы тоже так и поняли, что это его. Он нас, мужчина, еще как-то недовольно сказал, что мы его собаку украли, что он чипированный, он 100% лайка, что он ее покупал, привозил. Но мы-то не отказывались, мы отдали его. Ну, судя по тому, как он к Дику отнесся, он не посадил его в машину, там, на заднее сиденье. Он открыл багажник, схватил его и бросил в багажник. Мы переглянулись, нам это не понравилось, но действительно так и случилось. Через 2 дня Дик пришел сам в приют к нам, побитый весь, оторвано, ухо так разорвано было и хромал. Как он нашел дорогу, он на машине ехал. Ну, получается, пришел к нам, мы его забрали. Мы больше этому человеку не звонили, не искали, поняли, что собака ему не нужна. Потом его тоже где-то через год наша девушка-волонтер забрала к себе домой. И он почти 2 месяца жил. Она хотела себе оставить, но у нее муж категорически против был, чтобы собаки не было, однокомнатная квартира. И нам его она отдала на время, и так потом оставила. Извинилась, но, правда, она когда уезжала в другой город, она взяла у нас щенка. И растит его, любит, фотографии высылает. Ну, в общем, вот так. И Дик у нас остался. Но мы хотим его в семью. Даже мы хотели, конечно, мы каждую собаку хотим пристроить в семью. Ну, теперь семья Дика выбрала. Собака очень хорошая, добрый пес, он никогда не укусит, не залает, он только вас залижет, зацелует. Вот, смотрите, видите, косточку ест спокойно, я могу гладить его, все, он даже не напрягается. Что он еще любит? Он миску за собой любит. Вот у него должна быть своя миска, и вот он всегда ее охраняет. Может порычать на собак, чтобы не забирали, и куда бы ни шел, вот он любит там, в помещении на кроватке, это он сюда сейчас перешел, мы уже не стали его беспокоить в отдельный номер, и вот тарелку свою принес за собой. Это у него все святое. Так что будем в Англию отправлять, и тарелку тебе эту дадим, чтобы со своей тарелкой поехал, да, зайенька? Если вы, люди, сомневаетесь, думаете в нашей непорядочной честности, ну, приюту 5 лет, и вы сами видели, какой-то был разбитый сарай, и что, и мы там вот 5-6 человек, ну, с помощью там, да, мужчин, и это, ну, пусть вот, если помощь была, ну, 10 человек, навели вот такую красоту. Естественно, что эти деньги пошли не нам в карман, а мы еще и свои деньги добавляли. И поэтому вот мы объявили сбор средств, потому что в Англию это очень дорого везти.
Мы отчитаемся, мы покажем билеты, мы покажем расходы, мы стоимость билета выставим. Именно до Лондона мы попросили об этом. Дело в том, что раньше стоило, чтобы собаку в Англию отправить, не только собаку, вот еще что там, груз какой-то, было 400 евро. Но сейчас Англия из ЕС вышла, и все, и у них тоже пошли санкции. И все стало дорого. Вот чтобы вот из Москвы собаку вот эту крупную перевезти в Лондон, это стоит 1200 евро. Ну, получается, эта семья, 700 евро у них есть, и получается, мы просим сбор не только, что вот до Москвы доставить на билет, на такси и в семью в Москву. Нет, мы еще просим именно, почему получилась такая сумма, около 40 тысяч надо собрать. Мы добавляем этим людям на билет в Англию. Только ради, конечно, собаки, чтобы было у нее счастье. Мы вначале подумали, нет, мы не потянем, денег у нас нет. Ну, сколько мы можем? Ну, по 2. Мы на каждую собаку свои личные деньги кладем туда. Потому что в Москве надо такси. Такси заплатить, чтобы отвезли в пункт передержки. В пункте передержки собаки живут несколько лет. Несколько дней. До... когда автобус будет, или машина, или самолет, чтобы их дальше отправлять. Вот мы передержку тоже сами оплачиваем. А уже из Москвы и в данную страну, в семью, семья уже иностранная сама оплачивает. Но я вам хочу сказать, что там не богатые люди, там очень скромные, очень добрые, хорошие, работящие люди. Они или фермеры, у кого-то ферма, у кого-то конюшня. Вот обычные среднего, слоя населения. Они очень любят животных. Мы с ними со всеми переписываемся. Каждый день они сами выставляют фотографии. И мы скоро сделаем ролики о каждой собаке. И все слова высказывания новой семьи, как они нам благодарны, как они благодарят, что они обрели такое счастье в виде собаки. Вот. Визиты, пожертвования, все будут в описании. Вы видите нас, вы видите собаку, и вы понимаете, что здесь нету никакого обмана, мы не хитрим. Я хочу еще дополнить. Да, поселок Айхал – это республика Саха-Якутия, но мы не в Якутске. У нас нету этого живодерства. Мы спасаем животных, нам помогают люди. Да, не приходят, например, они там убирать или что-то, но они дают пожертвования, они привозят продукты. Они просят помощь спасти животного, если полечить животного. У нас нету этого живодерства, у нас нету призывов, ни одного призыва в прессе в поселке Айхал не было, чтобы убить, застрелить, отравить. Нет, только просят: помогите, спасите и накажите плодильщиков. У нас этого нет, у нас поселок совершенно другой. У нас больше здесь добра, позитива, потому что без жителей поселка мы бы все равно такой приют не построили без их помощи. Мы бы не отправили, потому что каждую собаку все равно люди помогают, хоть немножко и помогают, и мы справляемся. Вот мы уже отправили 12 собак. Вот Дик у нас, надеюсь, все-таки нам получится собрать эти деньги. И, пожалуйста, нас не сравнивайте с живодерами, потому что в некоторых репостах написано: да вы такие, да это вы деньги отмываете, если вы за границу отправляете, то значит вы лопатами гребете деньги. Не гребем лопатами мы другое, убираем территорию. Вот. И кто приходит, это знает. И мы полностью отчеты выставляем. Действительно, люди думают, что Якутск – это вся Якутия, это Якутск. Нет. У нас много позитива, добра, любви. И понимаем, что собаки – это наши братья, сестры, меньшие. Мы за них отвечаем.